Альхамдулиллахи. Хвала Аллаху, Господу миров! Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и что наш господин Мухаммад – его раб и посланник. О Аллах, благослови и приветствуй миром нашего господина и любимца Мухаммада, его семью и сподвижников. О рабы Аллаха, я завещаю вам и своей грешной душе бояться Всевышнего Аллаха, бойтесь же его и повинуйтесь ему, ведь поистине Аллах с теми, кто богобоязнен и кто творит добро. Всевышний Аллах восхваляет своего посланника в Коране, указывая на свою любовь к нему. Нун, клянусь пером и тем, что пишут. По милости твоего Господа ты неодержимый. Поистине тебя ожидает неиссякаемая награда. Поистине ты человек превосходного нрава. Всевышний начинает эту суру с одной из 29 букв арабского алфавита – Нун. Многие ученые говорят, что в данном аяте скрыта тайна, и мудрость этого заключается в том, что арабский язык состоит из 29 букв, а Коран ниспослан на арабском с обычными буквами, но при этом стиль Корана и его красноречие настолько велики, что ни один человек или джин не способны привести подобное ему, даже в размере самой маленькой суры Аль-Кавсар. Всевышний клянется пером хранимых скрижалей и тем, что они пишут. Когда враги обвинили посланника Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, в сумасшествии и безрассудности, Господь миров поклялся пером, что он не является тем, кого они описывают, по милости Творца. Затем Аллах сообщил, что ему уготована неиссякаемая награда, размер которой известен только его Господу. После Всевышний говорит: «Поистине ты человек превосходного нрава». Господь миров похвалил нрав своего посланника, ведь ни один человек не сравнится с его благонравием. Это указывает на то, что пророк, которого Аллах отправил к людям как милость для миров, обладал прекрасным нравом. Как сказал сам посланник Аллаха: «Поистине я был послан для того, чтобы довести благонравие до совершенства». Среди людей были как хорошие, так и плохие нравы и обычаи. И посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, поведал, что он был отправлен довести хорошие до совершенства. Когда мать верующих Аишу, да будет доволен ею Аллах, дочь Абу Бакру и жену посланника Аллаха, спросили, каким был нрав пророка, она дала короткий ответ: его нравом был Коран. Она сообщила, что он одобрял то, что одобряет Коран, и порицает то, что порицает Коран. Это краткий, содержательный ответ Аиши. Двоюродный брат посланника Аллаха, мир ему, Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, описывая пророка, говорит: он был самым щедрым человеком, самым сдержанным и самым правдивым. Правдивость – это великий нрав, который имеет большую значимость в исламе и является качеством настоящих мужчин. Также он был самым мягким по натуре, самым благородным в обращении с людьми. Али, да будет доволен им Аллах, в конце упоминает два качества. Кто видел его случайно, начинал бояться и уважать его, а кто контактировал с ним, любил его. Его любили потому, что он обладал самыми благородными и великими нравами. Он был самым мягким, храбрым, справедливым, красивым, достойным, щедрым. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, являлся господином настоящих мусульман. А настоящий мусульманин – это тот, кто говорит правду, оберегает свой язык от лишнего и обладает милосердием. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, на протяжении всей своей жизни проявлял безграничную милость, ибо он был послан Всевышним как милость для миров. Да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха был легок по отношению к своим родным и семье. Он был простым и мягким в обращении с соседями и всеми людьми. Каждый мог подойти к нему и спросить или пожаловаться на что-то. Живущие в окрестностях бедуины, или, как их по-другому называют, дикие арабы, обладающие грубым нравом, приходили к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, и обращались к нему крайне невежливо и черство, что находящиеся рядом с ним сподвижники, которые испытывали к нему невероятное уважение и стеснялись смотреть ему в глаза, приходили в удивление. Отдаленные арабы, ввиду своей кочевой жизни, не обладали должными манерами при обращении с посланником Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Скромность пророка и смиренность были настолько велики, ведь Аллах поведал ему проявлять мягкость с верующими. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, находился рядом со своими сподвижниками, человек, который никогда не видел и не знал его самого, не мог отличить его среди толпы. Бывало так, что кто-то приходил и спрашивал, кто из них посланник Аллаха.
Вот настолько скромным и смиренным был любимец Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Ученые и праведники отмечают, что самое лучшее, что человек может взять в этой жизни, это два качества – богобоязненность и благонравие. Эти два качества украшают жизнь человека и являются причиной счастья в последующей жизни. Один из бедуинов пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, и спросил его, смотря прямо ему в лицо: «Какое деяние самое лучшее?» Тогда пророк ответил ему, что это красивый нрав. Тот пришел к нему с правой стороны во второй раз и вновь спросил, какое деяние самое лучшее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, также ответил, что красивый нрав. Тот опять пришел к нему, но с левой стороны, и спросил еще раз, какое деяние лучшее. Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, ответил, что красивый нрав. Бедуин подошел к нему сзади и вновь задал тот же вопрос. Посмотрите на мягкость посланника Аллаха, на его терпение. Когда тот спросил его очередной раз, посланник Аллаха ответил, что лучшее деяние – это красивый нрав и сдержанность по мере сил. Значимость благонравия очень большая. Когда пророк Муса, мир ему, был ребенком, Аллах поселил его в доме своего врага фараона, объявившего себя Богом, и заставил того воспитывать Мусу, который в итоге станет причиной его погибели. Из чудес пророка Мусы, мир ему, то, что его трость превращалась в огромную змею, а затем возвращалась в исходное состояние. А когда он засовывал руку за пазуху, она выходила светящейся. Такими знамениями Аллах одаривал разных пророков в знак подтверждения их правдивости. Чтобы противостоять чудесам Мусы, мир ему, и одолеть его, фараон созвал самых искусных и ловких колдунов своего царства. Прибывшие на арену колдуны в знак вежливости и уважения спросили Мусу, кто первым кинет свою трость, он или они. Муса, мир ему, сказал им бросать первыми, и они начали свое колдовство, предварительно залив свои трости ртутью, а земли зажгли огнем, что заставило их трости двигаться, а людям казалось это необычайным чудом. Всевышний повелел Мусе бросить свою трость, сообщив, что она проглотит их трости. Он бросил, и его трость превратилась в огромную змею, которая начала проглатывать их трости, затем змея исчезла и вернулась в исходное состояние. Задумайтесь над их уважением, которое они проявили к Мусе, несмотря на то, что сами являются неверующими. Они спросили его, кто будет бросать трости первым. Когда они лицезрели чудо Мусы, Всевышний озарил их сердца, и они объявили, что уверовали в Мусу и его Господа. Какое великое воздаяние за благонравие! Вера, которая запала в их сердца, была настолько непоколебимой, что когда фараон пригрозил им отрубить руки и ноги накрест, они со своей решимостью ответили: «Не беда». Они стойко выдержали испытания, не отступив от своей веры до самой смерти. Какой же твердой должна быть такая вера? Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сообщил о награде за благонравие в судный день. Он поведал, что в тот день наиболее близкие к нему люди окажутся те, кто обладал наилучшим благонравием. Какая награда может быть лучше, если благонравие служит причиной любви посланника Аллаха и нахождения рядом с ним? Пусть Аллах украсит наш нрав и дарует веру нам и подрастающему поколению.